Вопрос. Фред, ты говоришь, что астинская традиционная религия – это однобожие, однако ты противоречишь себе, говоришь, что у нас 7 богов или семибожие. Это как понять? Какая разница, мусульманин ты или Бог один? Сейчас я тебе постараюсь объяснить, в чем разница. Нужно вещи называть своими именами. Разница в том, что у нас для обозначения Всевышнего разума, как и у буддистов, у Абсолюта нет имени. Но у нас он символизирует точку в центре круга, который отражен в нашем священном обычае. Это 3 пирога. 3 пирога, когда мы ставим пироги на стол, круг, и в центре точка. Одновременно, когда мы обращаемся к Всевышнему, мы говорим «О Хуцау», а когда заканчиваем молитву, мы говорим «Ом Мейн Хуцау». Что такое «О»? В том же буддизме «О», звук «О» – это первичный звук, вибрация, от которой возникло все мироздание. У них это мантра. Точно так же и у нас этот звук есть мантра. И можно сделать вывод, что когда мы говорим «Хуцау», то если мы хотим обозначить Всевышний, всеначальный разум, который есть везде и во всем, или это есть Абсолют, то правильнее, я думаю, нужно говорить в начале «О», звук «О». Одно очень важное различие между другими религиями – то, что всеначальный Всевышний разум не как у других, как личность, одна личность, которому нужно встать на колени, по которому что-то надо. Это Всевышний разум, это есть все. У вас возникнет вопрос, а что тогда такое Хуцау? Разве это не обозначает единого Бога? У всех родственных нам по языку народов, помирцев, курдов, это и таты, зазы, калыши, талыши. Всевышний у них начинается на ху. У помирцев хуво или худо. У нас хуцау. У персов хуршит. На нашем бы языке это звучало хорицут, умопроявление солнца, а в священной вести Хуршет – это молитва к солнцу, это солнечное божество. И Хуцау – это не библейский бог, который мир создал за 7 дней, а само слово «бог» происходит от скифского бага, которое попало к славянскому, русскому языку, что также это не Бог, который создал мир за 7 дней, христианский Бог, то есть не личностный Бог. Естественно, у вас возникает вопрос, что какая-то идет несостыковка. С одной стороны, мы обозначаем Всевышнего разума звуком «О», одновременно мы говорим, вставляем личностного солнечного божества Хуцау. Приходим к другому вопросу, что такое семибожие. Это объясняется эволюцией, как возникало мироздание. Это
с одной точки, как я сказал, символ точки в центре круга Всевышнего разума, шла эволюция. Тогда зародились уже эти боги с эволюцией. Одновременно все 5 элементов, такие как огонь, земля, ветер, вода, эфир, главный из которых всегда был огонь, поэтому наши предки почитали, то есть он был везде и во всем. Это божественный огонь в разных степенях его сгущения. И эти 7 богов во всех древних духовно-религиозных учениях, это как 7 богов одновременно, это шло наше формирование нашей духовной сущности. И я сам для себя открыл то, что те 7 тонких тел, которые в нас есть, которые называют 7 чакр, это физическое тело, эфирное, астральное, ментальное, казуальное, бодхическое и атмическое. Вот говорят же, что в каждом из нас есть частичка Бога, это дух, искра, душа. Но это немножко преподносится в искаженной форме, потому что эти 7 тонких тел, которых мы не видим своим глазом, это на самом деле и частичка тех 7 богов, тех рас, которые были до человека. И в источнике тайной доктрины Блаватской я запомнил одну цитату, то, что мы лучше, чем эти 7 богов. Почему? Потому что каждый из этих 7 богов это наши не боги, а правильнее будет сказать наши предки. Каждый из них нам дал свою частицу, и в нас этот потенциал заложен. И если мы этот потенциал сможем развить, каждый из этих принципов, то мы сможем стать выше них. Мы не сказать так, что лучше, если взять по отдельности каждого из них, что мы лучше кого-то из них. Вот эту истину и нес в учении Христос. Бог есть в каждом из нас, что потенциал есть каждый из нас. И наоборот, Он возвеличивал дух, устремляя человека к высокодуховным целям, но не рабческое мышление. Можно сделать вывод, что когда мы говорим о Хуцау, это всеначальный Всевышний разум, а Хуцау – это все эти 7 богов, которые возникли с эволюцией, частичка которых в каждом из нас. И эти 7 богов нужно воспринимать как один. И как хотите, так понимайте. Тут нужно понимание.